21 веке города стран СНГ столкнулись с резким ростом автомобилизации. Из улиц и бульваров сделали многополосные автострады, вследствие чего исчезли многие трамвайные системы. Считалось, что этот вид транспорта пережиток прошлого. Однако так ли это на самом деле? Вы на канале Белорусский урбанист. Это 5 мифов о трамвае. Трамвай слишком громкий. Это не так. Грохот и шум чаще всего следствие износа как полотна, так и подвижного состава. Если мимо вас проехал старый автобус или грузовик, то шума и копоти было бы значительно больше. Современные трамваи такие же бесшумные, как и электромобили. Трамвай – причина пробок. Наглая ложь. Да, трамвай занимает собственную полосу, но расширение дорог за счет общественного транспорта – прямой путь к еще большим заторам. Более того, наоборот, этот вид транспорта – таблетка от дорожных заторов. По всему миру, от Африки до Соединенных Штатов, строят современные трамвайные системы. По расчетам специалистов, современная линия легкорельсового транспорта перевозит столько же человек, как и хайвей. Трамвай – пережиток 20 века. Еще один миф. Ситуация прямо противоположная. Цивилизованный мир воспринимает трамвай как транспорт будущего. И лучшие мировые производители от Сименса, Бомбардье до Альстома и Штадлера соревнуются между собой, создавая более вместительные, комфортные и долговечные машины. Более того, современные трамваи смотрятся более футуристично, чем такая диковина, как монорельс. Строительство трамвая не окупается. Соглашусь с тем, что трамвайные вагоны стоят дорого, и тянуть линию накладнее, чем отдать город во власть маршруток. Но срок службы автобуса 20-25 лет, а вагон трамвая может работать и более 40. Энергоэффективность перевозки на трамвае в разы выше автобусов. Кроме того, дороги необходимо ремонтировать каждые 3-5 лет, а то и чаще. Менять рельсы достаточно раз в 15-25 лет. Поэтому трамвай – долгосрочная инвестиция в устойчивый транспорт на многие годы вперед. Например, метро еще дороже в строительстве, но крупные города, как правило, от такого вида транспорта не отказываются. Трамвай аварийный и опасен. Очередная выдумка. Трамвайные вагоны снабжены обычно 4 системами торможения. Это гораздо больше, чем у автомобиля или маршрутки. Да, часты случаи столкновения авто с вагоном трамвая, но и с автобусом шансов столкнуться еще больше, когда перестраиваются прямо перед носом. Современные системы часто физически отделены от проезжей части, что снижает шансы подобных ДТП. Работающий как часы общественный транспорт – символ развитого города и главный способ борьбы с пробками. Трамвай, метрополитен и городская электричка – это самые скоростные его виды. Если в вашем городе подобные системы приходят в упадок, требуйте их развития. С вами был Белорусский урбанист. Подписывайтесь на мой канал. Я рассказываю о градостроительстве Беларуси, а также езжу по городам страны. Всем хороших новостей. До новых встреч!